Бурлунду Найортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Совсем скоро по всей России стартует федеральный проект формирования комфортной городской среды. Это нацпроект «Жилье и городская среда». В рамках этого проекта в городах благоустраивается общественное пространство. А какие именно, выбираете вы сами, уважаемые жители республики, путем рейтингового голосования. В прошлом 2021 году выбирали парки, скверы, улицы, спортивные площадки, которые будут благоустраиваться в 2022 году. Соответственно, сейчас мы будем голосовать за 2023 год, а по итогам 2021 года признаны победителями 23 объекта в 7 городах Республики Коми. Итак, в рейтинговое голосование в Республике Коми за объекты благоустройства будут организованы с 15 апреля по 30 мая. Уточню, что в голосовании могут принимать участие города с населением более 20 тысяч человек и населенные пункты, имеющие статус моногорода. Таким образом, в Коми пройдет голосование в 9 муниципальных образованиях. Это 8 городов: Сыктывкар, Усинск, Печора, Сосногорск, Ухта, Емва, Воркута, Инта и поселок городского типа Жешерт. Для того, чтобы дать возможность каждому жителю республики повлиять на будущий облик своего города, в республике создан волонтерский штаб. Волонтеры будут помогать в организации голосования и информировать жителей о проектах и отвечать на те вопросы, которые могут возникнуть при проведении самого голосования. Стать волонтером может любой желающий, человек от 16 лет и старше. Регистрация уже открыта и будет проводиться до 1 апреля на сайте добро.рф. Количество заявок на сайте не ограничено. От Республики Коми уже подано 86 заявок. И еще одна новость, это по движению WorldSkills. Республика Коми впервые представляет свои площадки для состязаний под эгидой движения WorldSkills на территории нашего региона. С 10 марта по 25 апреля проходит отборочное соревнование финала 10-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» 2022 года, а также итоговые соревнования, приравненные к национальному финалу. Напомню, что в Российской Федерации активно развивается международное движение WorldSkills, и оно нацелено на развитие именно молодых профессионалов. Движение WorldSkills Россия содействует нашей молодежи, во-первых, в выборе профессии, ориентируется на опережающую подготовку кадров, формирует новую производственную культуру, и содействует, конечно же, развитию и производительности труда. Также это очень хороший профессиональный рост для молодых специалистов. Эти цели достигаются в том числе благодаря различным соревнованиям по профессиональному мастерству. Так, по итогам конкурсного отбора Республика Коми получила право на проведение соревнований профессионального мастерства в области медицины. Площадка Сыктывкарского медицинского колледжа имени Ивана Павловича Морозова подтвердила соответствие требованиям организации мероприятия такого уровня. Для нашего региона это очень показательно. И Республика Коми принимает конкурсантов по направлению фармацевтика, а также участники соревнований будут проходить отборы по направлениям лабораторный медицинский анализ, лечебная деятельность, стоматология ортопедическая. За время проведения соревнований к нам приедут 85 участников и столько же кураторов из 33 регионов Российской Федерации. Республика Коми представит 9 молодых профессионалов. Одновременно соревнования проходят в 28 регионах Российской Федерации. 5500 конкурсантов поборются между собой в 159 компетенциях. На этих площадках собраны лучшие молодые специалисты страны. Участие в соревнованиях «Молодые профессионалы» WorldSkills Россия 2022 год – это возможность для наших ребят заявить о себе, показать свой уровень
квалификацию и повысить шансы на трудоустройство у лучших работодателей. Об эпидобстановке. За сутки мы подросли. Вчера, напомню, было 287 случаев, сегодня 315. Ну и Сыктывкар вырос за сутки практически в 2 раза. 121 случай против вчерашних 63. Также достаточно высокий уровень в Ухте и в 2 муниципалитетах. Это Усть-Куломский район, 32 случая, и Сыск 24. Мы активно сокращаем коечный фонд. За сутки мы сократили 396 коек. Сейчас развернуто 989, занято 703 койки. Ну, снижается занятый коечный фонд, поэтому это позволяет нам активно сокращать. Я уже говорил, что это позволит в ближайшее время нам перевести Коми-республиканскую клиническую больницу полностью на плановое ведение приемов и плановое лечение. Ну, активно сокращаем также в Республиканской инфекционной больнице коечный фонд, в Ухте, в Эжве, в Воркуте, в Кнешпогосте, в Усинске, в Инте, ну и в Усть-Куломе, хотя вот вы видите, пока в Усть-Куломе достаточно высокий уровень заболеваемости. На этом у меня сегодня вся информация, уважаемые жители республики. Берегите друг друга, соблюдайте масочный режим, ни в коем случае не надо расслабляться. Вы видите, мы все-таки никак не можем нащупать эту тенденцию к снижению. Снова у нас опять подъем, поэтому берегите друг друга. До следующей встречи.